20 апреля зрители Республиканской филармонии вновь увидят легендарную постановку заслуженного деятеля искусств Виктора Морозова «Парма-Мойт», в переводе на русский «Таежная сказка». Это одна из ярчайших и сложных программ государственного ансамбля песни и танца «Осьяке». Морозов создал ее в 1989 году, к 50-летнему юбилею коллектива. На сцене филармонии «Таежную сказку» в последний раз ставили в 2012 году. И вот спустя 5 лет ее решили вернуть зрителю в том самом первозданном виде. Елена Кононова о деталях. Вот оно, возрождение легендарной таежной сказки. В постановке все осталось неизменным. Каждое слово, каждое движение, каждая мелодия. Таким когда-то спектакль поставил Виктор Морозов. Сценарист, композитор и режиссер в одном лице. Обновить пришлось разве что некоторые костюмы, которые от времени прохуделись. Новым будет и свет, современным и более красочным. Но самое главное, артисты на сцене будут уже другие. От старого состава осталось только 9 человек. А как начал Стенька храп крестить, перекрещивать, в ямы забралась чуть, сваи выдернула, жить, видно, больше нельзя было. Анатолий Смирнов, артист хора, был свидетелем того, как 30 лет назад зарождалась великая сказка, тогда как и сейчас ему досталась роль Шилыща, певца с брунганом, коминародным инструментом. Певец вспоминает, в 1989-м репетировать приходилось прямо во время гастрольных туров. Мы приезжали на репетиции буквально где-то за несколько часов до начала концерта. Потом, значит, проходили какую-то одну из картин этого нового произведения. Причем Виктор Петрович Морозов щадил артистов, зная, что впереди большой концерт плановый. Он говорил: работайте, ребятки, в полсилы, в полноги. Но чтобы было все четко, все как аргументировано. А если не было концерта, то мы работали на площадках, приезжали уже в полную силу. Так что, когда мы приехали в Сыктывкар спустя 1,5-2 месяца, у нас спектакль был почти уже готов. В то время, признаются специалисты, Виктор Морозов был первым, кто решился отойти от концертных номеров и взялся за создание крупной программы. За основу спектакля он взял легенды и предания коминарода XIV века. Получилась не просто музыкальная сказка, а органический синтез поэзии, музыки, пластики, символики, песни и хореографии. Еще одна нестандартная вещь, которую я хотел бы подчеркнуть, это обработка с помощью, он начинал играть жанрами. То есть у него есть и классические хоралы музыки, у него есть и какие-то классические вещи, вот в Чудинке, например, классическая мелодия. Где-то есть пасторальные вещи, где-то вплоть доходит даже, вот, когда танцуют идолы, это вообще рок, по большому счету. То есть все номера этой программы, они разнообразные. Что самое удивительное, за 3 десятка лет таежная сказка ничуть не устарела. Она готова, как и тогда, в советские годы, покорить и детей, и взрослых. Легендарная постановка вновь вернется на сцену 20 апреля. Елена Кононова, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.